Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о гибели мужчины, упавшего на козырек подъезда дома, в котором жил. Выходили, накурили, всегда здесь возникли. Покажем, как в супермаркетах забывают оплатить часть покупок. Взял шоколад, машинально засунул шоколадку в карман и забыл. А кто-то и вовсе не скрывает, что пришел красть. Вы все черти и предатели. Сейчас еще одну статью получится за мелкое хулиганство. А также старт слушания дела Рашида Хачатряна, известного как вор в законе Рашид Джамбульский. Просто я хочу, чтобы все прояснилось, чтобы были наказаны люди. За счет кого, по версии следствия, жили члены организованной им ОПГ? Это и не только прямо сейчас. 59-летний мужчина упал с высоты. В одном из домов на улице Глушко он рухнул на козырек подъезда и от полученных травм скончался мгновенно. Рухнул он, предположительно, с балкона, соединяющего лестницу с лифтом и квартирами. Подробности у Лины Зиннатуллиной. Вот он там жил, я жил. Соседи, кто общался с погибшим мужчиной, отзываются о нем исключительно хорошо. Говорят, жены у него не было, жил с матерью. Женщина сильно болеет. Долго болел и он сам. Резко похудел и в свои 59 лет выглядел куда старше. Свое заболевание переносил тяжело. Раком болел. Из-за этого? Ну, я не знаю, из-за этого, не из-за этого. Упал, как говорят очевидцы, он с балкона, который соединяет лестницу с лифтом и квартирами, с 5-го этажа, на котором и жил. На тот балкон, говорят, выходил часто. Выходили, накурили, всегда здесь возникли. Так, накурили. Рассказывают, примерно в половине 8-го он также вышел покурить, но обратно домой уже не зашел. Его бездыханное тело обнаружили на козырьке подъезда. Лина Зиннатуллина, Константин Бушуев, «Вызов 112». 11-летняя девочка, пассажир Kia Soul, пострадала в результате столкновения с выехавшим на красный свет Hyundai Solaris на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Гагарина. Ну что за лин, говорят? Сказали, если будет тошнота в рот, тогда Во время удара девочка-пассажир Kia сильно ударилась головой. Врачи осмотрели ее на месте. Поводов для госпитализации не обнаружили, но посоветовали покой. Девочка, пойдем сядешь? За рулем Kia была мать девочки. Она поворачивала налево с Ибрагимова на Гагарина. Автоинспекторы установили, что двигалась она на зеленый свет по всем правилам. Встречному потоку в это время горит красный. Но водитель Hyundai внимания на светофор не обратил и решил проскочить, поворачивая туда же, куда ехала и Kia. Автоледи маневр практически завершила. Когда в нее врезалась легковушка, удар пришелся в заднее крыло, дверь и колесо. Мужчина рассказывает, они только выплатили кредит за машину и полную страховку решили не оформлять. Так было бы проще возместить затраты на ремонт. Водитель Hyundai рассказать свою версию произошедшего не захотел. Но, по словам автоледи, свою вину он сперва признал, но потом от своих слов отказался. Машина не его, страховки у него нет, по-моему, все очевидно. Теперь степень вины каждого из участников аварии предстоит установить автоинспекторам на разборе. Теоретически тут могут усмотреть и вину автоледи. При маневре надо уступать дорогу встречным автомобилям. Но после ряда подобных обращений Верховный суд страны высказал свою позицию. Водитель, который двигается в нарушении правил, не имеет преимущества. Айгуль Бадрудинова, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». Резкая диффузия автомобиля Kia в Land Rover произошла на перекрестке улиц Гагарина и Декабристов. Причиной тому стало столкновение в результате маневра в условиях ограниченной видимости. Водитель внедорожника хотел развернуться, дороги не видел из-за автобуса, но все равно нажал на газ. О последствиях Юлия Гоголева. Автоинспекторы быстро убрали разбитые автомобили с центра перекрестка. Они сильно затрудняли проезд. Водитель внедорожника вины свои не отрицает. Говорит, ехал по Декабристов. На перекрестке решил развернуться, но обзор сильно ограничивал встречный автобус, который остановился в левом ряду. Оттуда автобус ехал. Ну и все, я поворачивал. За автобусом не было видно, оттуда машина ехала. Я его не заметил. Это вас так развернуло, да, получается? Нас обоих развернуло. За рулем Kia был 23-летний молодой человек. Его госпитализировали. Врачи заподозрили у него сотрясение мозга. А водитель внедорожника заметил, что разорванный металл двери разодрал ему куртку и повредил ногу. В момент столкновения легковушка зацепилась за Land Rover, оставив в нем немало запчастей. Владелец внедорожника долго убирал куски двери Kia, застрявшие в бампере. Юлия Гоголева, Константин Бушуев, «Вызов 112».
21 ноября в этом году отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. Вспоминать, к сожалению, есть кого. В Казани с начала года на дорогах погибли 33 человека, большинство пешеходы, 19 человек, 7 пассажиров, 5 водителей и 2 велосипедиста. В эти дни автоинспекторы напоминают и водителям, и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Целью проводимых сотрудниками госавтоинспекции мероприятия снижение уровня дорожно-транспортного травматизма. Шоколадку стоимостью чуть больше 100 рублей пронес мимо кассы молодой человек в одном из магазинов на улице Декабристов. То, что он расплатился только за часть товара, по камерам наблюдения видели сотрудники супермаркета. Шоколад он положил в карман. На кассе самообслуживания его не достал и с неоплаченной плиткой устремился к выходу. Там его задержали продавцы и вызвали полицию. Сам молодой человек уверяет, что умысла красть у него не было. Про шоколад просто забыл. Взял шоколад, потом подумал, считай, воду хочу попить. Купил баклажку 5 литров. Машинально засунул шоколадку в карман. Что-то договорился, там карту просили, все такое, и забыл. Оплатил, вышел, и все. А в другом магазине той же сети на улице Декабристов женщина решила, что может бесплатно взять себе лекарство. Целительное снадобье находилось в пол-литровой бутылке и содержало в себе, кроме воды, еще 40% алкоголя. Продавцы говорят, что зашла она в торговый зал уже изрядно подлечившись и вежливостью не отличалась. Сказал, денег нет, делать что хотите, сажайте меня, вызывайте полицию. Сотрудники магазина к ее совету прислушались и нажали на тревожную кнопку. Ее задержали уже на улице, куда она выбежала вместе с корзиной и неоплаченным товаром. Приезда полиции ждала в подсобке под присмотром охранника. А женщинам можно пиво пить, и курить, и с мужиками. Всем можно, у женщин. А я вот нет. Я вот такая святая. Прибывшим сотрудникам полиция объяснила, пошла на это от безысходности. Денег нет, занять не у кого, но здоровье надо было срочно поправить. А дальше что? Патрульную машину, потом в отдел полиции. Зачем? Для составления административного протокола. Давайте делать. Из одной бутылки, что ли? Да, из одной бутылки. Мне очень плохо, у меня с сердцем плохо. А это в смысле лекарства? Ну да, отпустят когда-то, потом потихонечку все отойдет. Ехать в отдел женщина не хотела, просто не видела в попытке кражи ничего страшного. Люди воруют, не знаю, ни за сколько воруют. Чего я один раз в жизни взяла? Когда поняла, что продавцы все-таки написали заявление, упирала опять на здоровье. Пролечиться ей же не дали. Лекарства вместе с корзиной забрали сотрудники магазина. А вы подумали, хватит у меня здоровья с вами ездить? Скоро вызовут. На волну стук. Вы все черти и предатели. Сейчас еще одну статью получится за мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка. Предатели народа, предатели народа, предатели народа. Присаживайтесь. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, вызов 112. Сегодня Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению дела Рашида Хачатряна. В криминальной среде он известен как вор в законе Рашид Джамбульский и преступной группы, которую, по мнению следствия, он организовал. ОПГ, по мнению обвинения, состояла из двух групп. Действовали они в Чистополе. Одни вымогали деньги у предпринимателей, другие проворачивали махинации с квартирами. Деньги в конечном счете шли основателю. Сперва Рашид Хачатрян ходатайствовал о слушании дела судом присяжных. Потом сам же на предварительном заседании от него отказался. Его задержали в августе 2019-го, через 13 месяцев после того, как он освободился из мест лишения свободы. 11 лет сидел за организацию преступного сообщества. Подсудимых обвиняют в мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия и организации и участии в ОПГ. Следствие считает, деньги вымогали у предпринимателей. У рядовых чистопольцев отнимали квартиры. Ничего не ждут. Ничего не ждут. Просто я хочу, чтобы все прояснилось, чтобы были наказаны люди. У кого-то, как установили следователи, жилье отнимали, подделывая наследственные документы. У кого-то фактически выбивали. Сыну признанной потерпевшей женщины сказали, что он должен почти 1 миллион. Говорит, были угрозы и применение силы. Документы на продажу жилья подписала сама. Квартиру потеряли окончательно. Да. То есть уже нет надежды что-то вернуть? Нет, конечно. Львиная часть этих средств, как считает обвинение, в конечном итоге передавали Рашиду Хачатряну. Его, помимо всего прочего, обвиняют и в занятии высшего положения в преступной иерархии. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.